Новосавиновский районный суд Казани избрал меру пресечения 33-летней Наргизе Сибгатуллиной. Женщину подозревают в убийстве своего 7-летнего сына и покушении на второго. Напомним, 1 марта в квартире одного из домов на улице Чистопольской от ножевых ранений скончался один ребенок подозреваемый. Второй, раненый, смог дозвониться отцу. В квартире, кроме женщины и детей, больше никого не было. Она ранила из себя, но не смертельно. После 10-дневной госпитализации ее доставили в суд. Что она просила на процессе и какие подробности раскрыли ее близкие. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. Хотела съездить на кладбище ребенку. Это был один из главных аргументов подозреваемой против заключения под стражу. Женщина просила о домашнем аресте. Хотя и в этом случае выходить из помещения нельзя. Второй аргумент – состояние здоровья. Я себя хорошо не чувствую. Что имеете в виду? Свое состояние внутреннее, физическое. Физическое? Физическое и эмоциональное состояние. Следователь был против. Женщина отказалась от дачи показаний. Вину не признала, хотя доказательств у следствия достаточно. Согласно уголовному делу, 1 марта женщина, находясь в квартире дома по улице Чистопольская, напала на своих детей-близнецов. Один мальчик от полученных ранений скончался на месте, второй выжил. Нож 3 раза отскочил от ребер и позвоночника, не нанеся серьезных повреждений. На днях его выписали из больницы. В тот роковой вечер женщина ранила и себя. С этим и связаны проблемы со здоровьем. У меня с рукой сухожилия срастаются. И достаточно болезненные ощущения. В отношении Наргизы Сибгатуллиной возбудили 2 уголовных дела по статьям убийства малолетнего и покушение на убийство 2 или более лиц. Следователь попросил суд избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщина и ее защитник были против. Вопрос об избрании меры пресечения вызвал жаркую дискуссию в зале суда. Хотелось находиться под домашним арестом. В данном случае сторона защиты считает необходимым сначала провести комплексную судебно-психиатрическую экспертизу и уже после этого решать вопрос об избрании в отношении меры пресечения. У нас мальчик сейчас 7-летний, выживший, выписан, поэтому совместное нахождение подозреваемой и потерпевшего в одном помещении это исключено. На судебном заседании присутствовала родственница подозреваемой. Во время перерыва она заступилась за свою сестру. А муж у нее тиран. И о том, как он над ней издевался, об этом знают все. И то, как он давил на детей, есть записи, подтверждающие это. Тогда почему мальчик бросился отцу звонить, если он такой тиран? Все, закрыли эту тему. В итоге суд встал на сторону следствия. На подозреваемую надели наручники сразу после окончания процесса. Суд отправил подозреваемую под стражу на 1 месяц и 18 суток. В СИЗО она пробудет как минимум до 1 мая. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.